Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей информационной программы «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем сегодня. Праздник, объединивший сердца. Мусульмане всего мира отметили Идаль-Адха. Глава Чеченской Республики совершил праздничную молитву в родовом селе. Десятки тысяч подарков к священному празднику. Ко дню Идаль-Адха нуждающиеся семьи получили масштабную помощь от фонда Кадырова. В Новом Биное открыли учебное заведение, которое станет духовным центром села. Местные жители выразили большую благодарность. Дом заботы и уважения. В Грозном открылся пансионат для ветеранов с условиями, достойными лучших санаториев. Открытие нового современного пансионата – это важный шаг на пути развития социальной сферы нашей республики. В Ахмат-Юрте прошло масштабное празднование Идаль-Адха. Глава Чеченской Республики вместе с близкими и соратниками совершил праздничный намаз, который возглавил председатель Совета алимов Республики СКФО Хожа Ахмед Хаджи Кадыров. После молитвы Рамзан Хаджи Кадыров поздравил всех верующих с праздником. Подробности у нашего корреспондента Ломали Мусаева. В Ахмат-Юрте глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с близкими и соратниками совершил праздничный намаз. Молитву возглавил председатель Совета алимов Республики СКФО Хожа Ахмед Хаджи Кадыров. Проповедь читал советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. Он напомнил собравшимся о великом значении жертвоприношения во имя Всевышнего Аллаха. После праздничного намаза глава Чеченской Республики поздравил всех верующих с праздником Идаль-Адха. Svondon hodin och verkar don Tom Jackball och jag kan inte det verkar som de tvålan verkan don där in joins dagen där var joins don iman don det är don där vart sammas det här. Жители Ахмат-Юрта, старейшины и представители духовенства также обратились с поздравлением к мусульманам. ما بسبب دق ده دقر قربان ده لا مصير قربنش وما كمل وش بسبب قربنش قبل دول ما باش مقش مارش عليه الول مستو أدم برتي إرسي ده هرخ تهنا دقرة ونخش قام ويباتش دوزل أخا ديق البق ويشتهر قربان دينس عيد دينس وصل وجداله هو ما غربان دينا حرسن سير الخصدين وجداله دائما لا تدوين وين ما أحمد حاجي نق أخ خيل أربعة دولشتان وهو داله هو نعمة يقاتنا ووصل وجداله هو نعمة صحيح دوش دال قيدا اشتداها مجشلا إيمان صبر قيتم حقا والخوان والسلام. В доме главы республики был совершен обряд жертвоприношения за каждого члена семьи. Этот обряд является одним из главных ритуалов праздника, символизируя преданность и покорность Всевышнему. Затем богословы и мюриды шейха Иласхани, да будет возвышена его святость, провели обряд зикр. В честь праздника Идаль-Адха для гостей было организовано угощение в доме Рамзана Хаджи Кадырова. Ломали Мусаев, Шамиль Эсамбиев, Сайдеми Ибрагимов, Ибрагим Батаев. Неделя.
Тысячи верующих также собрались в мечети «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, для совершения праздничного айд-намаза. После богослов прочитал проповедь, напоминая о ценности жертвоприношения. В этом году праздник особенный. Первый день выпал на Священную Пятницу. Прихожане мечети искренне поздравляют всех верующих с праздником. غربا عيدا حلها دق دلوش إيش دق دنيس لوينا هو ديش دانسة ويمخدا رمضان حجي ويقام بوصلنا درجة دال دق البويل دال مصو ووتشم ويلر ديش خلص حسين خليل ويغربهم دال ديركي دال قبل مصو بوصلنا غربش قبل دال عيد نش قبل Звездного ждали его пушела ногти чах мс бусал на беш метта иш цани керта дони عيد روز بدا دوني اتوهل وامتن وزوجنا جدال احي بيرتكي ويل دوني ازدير البو مس نخشي باخر خوي ديش عيد دانس دا قبل دا شهور بدش. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров провел необычную инспекцию. Проехал по Грозному на 99-й без сопровождения. Особое внимание он уделил новому району имени Владимира Путина, где возводятся десятки домов и соцобъектов. Мэр города доложил, что работы идут по графику. Кадыров отметил, что вскоре это место станет визитной карточкой столицы. Хава Айдамирова расскажет подробнее. На этот раз глава региона решил проехать по городу на автомобиле ВАЗ-21099 без сопровождения. Одним из ключевых пунктов поездки стал новый район имени Владимира Путина. Здесь возводятся десятки многоэтажек, социальные объекты и необходимая инфраструктура. لينوس دلوقتي السيد عدو لنا ده ماشي مو ماشي هو ماشي اسال الحال يا خان ما دقم صدوق Темпы строительных работ впечатляют. Специалисты трудятся круглосуточно в несколько смен. Мэр Грозного Хас Магомед Кадыров доложил, что работы идут по графику. Глава региона отмечает, что вскоре новый район станет не только комфортным местом для жизни, но и яркой достопримечательностью Грозного, привлекающей туристов. Проезжая по улицам столицы, глава региона выразил надежду на дальнейшее процветание и развитие республики, создание комфортных условий для жителей, снижение безработицы и воспитание духовно развитого, образованного и здорового поколения.
Super, спортзал, детский сад, мячу, чудо, футбол обращен, мосот танки поработан, тактичная республика. Увиденным глава республики остался доволен. Он подчеркнул, что столица демонстрирует устойчивый прогресс, преображаясь и становясь более современной. Хава Айдемирова, Асхаб Керимов при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Ко дню Идаль-Адха региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова оказал масштабную помощь жителям республики. Нуждающиеся получили 22 тысячи овец, 30 тысяч кур и 90 тысяч буханок хлеба. Особое внимание уделили многодетным малообеспеченным и семьям погибших бойцов. Фонд также выделил 165 миллионов рублей на адресную поддержку. К празднику Ид-аль-Адха фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова в очередной раз оказал масштабную помощь жителям Чеченской Республики. По всем районам региона были распределены 22 тысячи голов овец, 30 тысяч кур и 90 тысяч буханок хлеба. Жертвенные животные переданы нуждающимся, многодетным, малообеспеченным, а также семьям бойцов, погибших при исполнении служебного долга. Кроме того, фонд Кадырова выделил 165 миллионов рублей. Эти средства направлены на адресную поддержку жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. غيلا مسك بوخشناخن ساغن أصديق هر سيلا يوشل خايو أوربان حلخر إتدادو خوخدن شوحدين دوشل عبادة فيما ديلير سلوى سلام ماشل خليل سنة دال دوغديش دو البلغل داقن دوشل خايدو وسيلا والش الله دال ويمخك دي اشتمخنين أيماني نيت منو دال قبول ساغدويل ويقوم ديرا بوسوشناخن ديرا. Такие акции проводятся постоянно и уже стали доброй традицией. يشهد أحمد حاجي ترجع شوان دير دايتين أخشان صادقه. بسم الله الرحمن الرحيم. دا قلب الصادق دا شيء دا خليته وغنيت دا قمنا في وقتشون دا دكان سبيقا. Благодаря поддержке фонда десятки тысяч людей встретят один из главных мусульманских праздников на высоком уровне. Шамиль Ирсанбиев, Асхаб Керимов. Неделя. 21 год назад ушел из жизни Зелимхан Кадыров, старший сын первого президента Чеченской Республики. В его память в родном селе собрались богословы, соратники и жители. Мюриды шейха Иласхани, да будет возвышена его святость, провели обряд зикр и прочитали мавлид, прославляя пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Участники мероприятия вспоминали Зелимхана как человека богобоязненного, мужественного и справедливого. Ровно 21 год назад по воле Всевышнего Аллаха ушел из жизни старший сын первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова Зелимхан Кадыров. В его память собрались богословы, соратники и жители родного села. Ахмад Хаджи рахимахуллах таала дал гитем бойлшин дал газот обл дойл давел чулдаха шихок ир юсадулш синвок холган зелом давар إشته هردين وش دو إدعوا وهندين وش شرش كدلة إبا هندولش تهان يرتو ولاينا ديكي ولش يرت حلا بوليش بولناخ وش دقا بول ساعة قيتر دوي دل بيهمر حقويتش هود حاجي بيشح ساعة قيتر دوي المسمتر أدم تيقيقنا إشت بيش بوغ بوهره. Мюриды шейха Иласхани, да будет возвышена его святость, совершили обряд зикра и прочитали маулид, прославляя пророка Мухаммада, мир ему и благословения. Затем прочитали дуа, прося у Всевышнего милости для Зелимхана Кадырова, мире праведных. أحمد حاج دقل غندا الغازة قابل دقة يالي يخزيلهم دق الغناء دوق عوجيل
ده الياس من حاش وارتقنا وغيرت ومصر شر دواق شيلر تر تقن ساعة دقنا خزي كرش دينا سيلا ولش ده القابل ده ملي ولش ده езхан ю гурбанаш дегердин хан ю. Для всех, кто его знал, он навсегда остался человеком богобоязненным, мужественным, добрым и справедливым. В завершение верующие совершили коллективный намаз и приняли участие в обряде сага. Ломали Мусаев, Адам Арсанукаев, Ибрагим Батаев. Неделя. В селе Новый Биной завершилось строительство медресе, рассчитанного на 150 учащихся. Оно будет носить имя Зелимхана Мацуева. Обучаться здесь смогут как мальчики, так и девочки. Средства на строительство выделил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Торжественное открытие посетили религиозные деятели и официальные лица республики. Подробнее в сюжете Халимат Шахидовой. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. Чтение священного Корана началась церемония торжественного открытия медресе в селе Новый Биной. На мероприятие пришли официальные лица республики, религиозные деятели, местные жители и будущие мутаалимы. В регионе действует множество медресе, люди из других регионов страны приезжают, чтобы глубже изучать священный Коран. Об этом в своем выступлении напомнил председатель Совета алимов Республик Северокавказского федерального округа Хож Ахмед Хаджи Кадыров. القرآن سيدرته دال ويقام سيدن تهر ويقود هاي الشرو ريسبوبليكش اتشاديش دوشدول امنش ويحيقا حيوكش ضاي تختار هيتسلس داغستاني باهيتن خيشا باهيتن اخ علم عامو يتشدوشدول بيرش تهن دقا سيوك ديهر ديش قيتشوك ديهر ديش وي حجرشكا قرآن داغ عاموش يوشدول شو حجرش كشيء بيش سعي هيتوش داغستان شري قيش حاري دقة قام دق الحمد لله تهن أز نعمتي قاتشي نوي دال. С приветственным адресом от муфтия региона выступил его заместитель Ансар Хитиев. Он напомнил о вкладе первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в восстановлении республики. حلق صداقنا ويتغنى قيتش عبوش والآر هايوشو شو تمش لهتن جمتش كحسن إشت أقا بانش كح لهتن درش قام دروي أقا أحمد حاجي أقا نق دال غزوة قبول دويلسن تو وعبيلن بوش بولو يا علم تكهل أربعان درش علمانس أقا ويقام تو حلق داق أربعان درش يتغن ويهو سيل جديد يقاتشه. До этого в селе Новый Биной не было медресе, жители изучали Коран в мечети, где не хватало места. Об этом узнала Айшат Кадырова, и по ее инициативе началось строительство. Проект был профинансирован региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Медресе названа в честь соратника Ахмата Хаджи Зелимхана Мацуева. وإذا دي زلقة الله دال خستن بردو قدير دينا عنيست لردو شعد لردو وإذا يسيلا وشوش الله دال دي كان سبيقا بويل ويبتشع رمزان حاجينا سن دوزلنا شيء دين يقطع شيء دين يقطع ساري يحكي شيء غبجوكش مصو أغور قحوكش حبوكش بو طلع نهار حجرة عايشة تخشيخ بركة دالة إشتا ويبتشع أيماني حاجي ويفوند سار وسطي شي После коллективного дуа и церемонии перерезания красной лентой верующие прочитали мавлид. Медресе рассчитано на 150 учащихся. Здание состоит из 3 этажей. На первом обучаются мальчики, на втором девочки, а на третьем расположена библиотека. Строительство началось в прошлом году. Сегодня здесь уже проходят первые занятия. تهان وشوف وين الحيلان قو إتاجوش لك مصو أغو مصو أتو بوشوح آرح دوشون حيوكشون لك وغرع وارح يوغن شيلون مصو دميل ديشتون بقر إيقان دح اشتخزين هالحجر دون دعوتنا.
Халимат Касумова изучает Коран с детства. Она мечтает стать хафизом и уже учит суру Аль-Бакара. Новая медресе стала для нее и других мутаалимов настоящим подарком. إن شاء الله بقرة عيوس تبارك أما جزء آمناس إن شاء الله حافظ الله دال قرب الله حيال لؤشسو ديل رئيس خلشون الله دال ديكن سبيقا بويل حق حجر يوخشق داق ملحشون دق وقت دق نعمة تطونر الله ودينا الله رئيس خلمسانا داق ملحشون. В медресе может обучаться каждый желающий, независимо от возраста. Халимат Шахидова, Юсуп Эжиев, Ибрагим Батаев. Неделя. В Чечен-Ауле 47 девушек и женщин получили сертификат об окончании медресе имени шейха Абдулазиза Шаптукаева. Среди выпускниц и те, кому за 70 лет. Также прошло награждение победителей конкурсов по арабскому языку и основам ислама. Этот день стал ярким итогом 2 лет упорного труда. Пообщалась с выпускницами наш корреспондент Хава Айдамирова. В медресе имени шейха Абдулазиза Шаптукаева, да будет возвышена его святость, царит праздничная атмосфера. Обучение завершили 47 учениц разного возраста. Церемония начинается с чтения священного Корана. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Поздравить выпускниц пришли богословы и родственники. О важности изучения Корана в своем выступлении рассказал советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. بقي شهر قرآن آمينير إلش تول سمعني دين بهان دولش تول خزا هما سخلو تاخذ قضية خوخي قرنا داح قرنا هوش قرنا تدقي ديش دو خنزا مدعيلش وقلش هم حلاسر بامت جمش أحسن سخل بعضو القرآن ديش تتقعيوك شوال شون دال وقور إلش عشت عدوالش دق إز. Затем состоялось вручение сертификатов об окончании курса. Помимо документов, выпускницы получили подарки. سلطخانة وتمارة. Не остались без внимания и преподаватели медресе. Они получили благодарственные письма и денежные премии. Награждается Бастукаева Сабина Саидовна. Также прошло награждение участников конкурса среди студентов шариатских наук за знание арабского языка, морфологии и синтаксиса. Отдельно отметили победителей среди учащихся подготовительного отделения по основам ислама. Все получили сертификаты и денежные вознаграждения. Награждается Гудиева Хадижат Анзоровна. Несмотря на разный возраст, все ученицы успешно завершили обучение. Сацити Асхабовой 72 года. Она давно мечтала изучить священный Коран и благодаря упорству и терпению достигла своей цели. Теперь она готова применять знания на практике. Сон қитқа дайрет хул алдырса сон шул шиенер қузе после операции. Сабеши юан. Иш соен чхена иш уже арам дюшбар. Так соит цаитен ха чох ачул хайул бокш. Хаялинер со дела тадил қиетен хил. Иш вақатани хи чақиул шуқса.
47 выпускниц теперь готовы передавать свои знания другим. Экзамены уже позади, и сегодня они делают еще один шаг навстречу своей мечте – стать хафизами. Обучение медресе длится 2 года. Здесь преподают правила таджвида и основы ислама. Помимо теории, программа включает практические занятия и участие в религиозных мероприятиях. Хава Ахмадова, Имам Юсупов, Турпал Алханов. Неделя. В Шейх-Мансуровском районе Грозного открылся современный пансионат для ветеранов войн и труда. Объект на 230 мест включает лечебный корпус, протезное отделение и зоны отдыха. На церемонии выступили министр труда Чеченской Республики Усман Баширов и премьер Магомед Даудов. Они отметили, что забота о старшем поколении – это приоритет политики республики. Пансионат для ветеранов войн и труда на 230 мест готов принимать первых посетителей. Для участия в церемонии открытия прибыли почетные гости. С приветственным словом выступил министр труда, занятости и социального развития республики Усман Баширов. Он поздравил собравшихся с Днем социального работника и поблагодарил их за труд. Я искренне рад приветствовать вас на этом торжественном мероприятии, посвященному Дню социального работника. Это праздничный день, в первую очередь, я хочу поздравить главного социального работника нашей республики, главу Чеченской республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Рамзан Ахматович упорно трудится в благе нашей республики на пути первого президента Чеченской республики, Героя России Ахматхаджи Кадырова Облдойцина. И благодаря его верному руководству Чеченской республики занимает лидирующие позиции по социально-экономическим показателям среди субъектов Российской Федерации. Благодаря вниманию и поддержке Рамзана Ахматовича в этом году будет обеспечен жильем около 2000 граждан, в том числе дети-сироты, инвалиды и ветераны боевых действий. Также благодаря содействию Рамзана Ахматовича из федерального бюджета было выделено 1,5 миллиарда рублей на строительство важного для Чеченской республики социального объекта. Пансионата и для ветеранов войны и труда на 230 мест. Сегодня мы уже открываем данный объект. Этот современный комплекс расположен в одном из самых красивых мест нашей республики на берегу Грозненского моря. Одним из главных приоритетов курса Ахмата Хаджи Кадырова всегда был и остается забота о здоровье и благополучии жителей республики, отмечает председатель правительства региона Магомед Даудов. Продолжая его дело под руководством Рамзана Хаджи Кадырова, регион достиг значительных успехов в этой сфере, подчеркивает премьер. Одним из приоритетов курса нашего первого президента, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Далгаза Облдойцина, была и остается забота о здоровье и благополучии населения республики. Продолжая путь Ахмата Хаджи под руководством Рамзана Ахматовича, наш регион достиг впечатляющих результатов в этом направлении. Открытие нового современного пансионата – это важный шаг на пути развития социальной сферы в нашей республике. Здесь ветераны получат всестороннюю помощь и необходимые услуги. В ходе мероприятия состоялась церемония награждения отличившихся работников социальной сферы. За достигнутые успехи в трудовой деятельности ряд сотрудников удостоены республиканских наград указом главы Чеченской Республики. Указом главы Чеченской Республики за безупречную добросовестную работу, высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей, и в связи с Днем социального работника награждаются почетным знаком за трудовое отличие Саламов Бекмахмуд Исакович, Баширов Муслим Усманович. Разрезав красную ленту, гости осмотрели комплекс. Наша компания российская уже 25 лет занимаемся разработкой и производством полуфабрикатов для протезов. Соответственно, у нас полный цикл производства находится в подмосковном городе Щелково. Завод укомплектован современными станками. Есть свой штат, большое конструкторское бюро, соответственно, и производим различные коленные модули. Есть запатентованные изделия, да, соответственно, модули стоп, которые, в принципе, очень энергосберегающие, помогают пациентам дольше ходить на протезе и не уставать. Меньше тратить сил. Меньше тратить сил, соответственно, да. Это силиконовые чехлы, вот, тоже нашего производства отечественного. Многофункциональный комплекс включает административный и жилой блоки, столовую, лечебный корпус, отделение реабилитации, спортзал и культурно-развлекательную зону. Здесь будут предоставляться медицинские, психологические и социальные услуги, а также питание, уход и организация досуга. Отдых и оздоровление здесь могут пройти ветераны войн, труда и инвалиды. Особый акцент сделан на курсах реабилитации участников СВО.
В пансионате есть и протезное отделение, где будет оказываться квалифицированная помощь в подборе и изготовлении протезов, а также реабилитации и адаптации к новым условиям жизни. Мы оказываем услуги протезирования верхних и нижних конечностей. Также у нас работают грамотные реабилитологи со стажем более 50 лет, также протезисты со стажем более 20 лет. Объект построен по поручению главы республики в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Хава Эдемирова, Имам Юсупов, Асхаб Керимов. Неделя. В Гудермесе на неделе собрались эксперты со всей России на форум парков. Гости оценили парковые зоны и иные условия для горожан. Также в ходе форума было подписано соглашение о развитии таких зон. Это новый шаг к комфортной городской среде. Открывает бизнес-миссию главного паркового сообщества России руководитель администрации главы правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов. Он зачитал приветственный адрес главы региона. В нем Рамзан Хаджи Кадыров подчеркнул значимость создания общественных пространств для развития региона. Уважаемые участники форума, дорогие гости, я приветствую вас на гостеприимной чеченской земле. Наш регион активно развивается, растет население, строится большое количество новых социальных, культурных и спортивных объектов. Ну и, конечно, мы развиваем и строим современную городскую инфраструктуру. Создание комфортных, безопасных пространств для отдыха у нас в приоритете. Парки – это не просто зеленые зоны, это места, где мы находим гармонию с природой, общаемся и развиваемся. Более того, создание общественных пространств открывает нам новые возможности для развития бизнеса и внутреннего туризма. Я уверен, вы узнаете много нового и полезного для себя. Мы всегда открыты для сотрудничества и рады нашим гостям. Желаю вам всем плодотворной работы. Рамзан Ахматович Кадыров. В формате видеообращения делегатов форума поприветствовал заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ересько. Он отметил масштаб парков на территории страны, которые постоянно расширяют свои границы. Я уверен, что пребывание в замечательной республике Чечня только положительно скажется на мнении всех участников сегодняшнего процесса. Чечня традиционно один из активных участников проекта формирования комфортной городской среды. Уверен, что вам будет что обсудить и что посмотреть. В ходе мероприятия прошла церемония подписания соглашения между Министерством строительства, ЖКХ и энергетики Чеченской Республики и Ассоциацией парков. Стороны планируют сотрудничать в области популяризации парков, садов, заповедников и других общественных пространств, а также наладить эффективную коммуникацию и обмен опытом в вопросах их развития. Это дополнительные возможности для наших муниципальных образований, это более тесное взаимодействие, это, соответственно, расширение зоны деятельности как ассоциаций парков в России, так и сферы жилищно-коммунального хозяйства и строительства Чеченской Республики. А ранее уже велась совместная работа Чеченской Республики с парковым сообществом? Конечно, данная работа она велась уже на системной основе, и сегодня взаимодействие оно продолжается, и в рамках существующего взаимодействия проводятся сегодняшние мероприятия. Хочу отметить то, что Чеченская Республика на сегодняшний день является одним из лидеров, одним из самых активных участников федеральных проектов, одним из самых активных участников развития паркового движения. Буквально в апреле состоялась церемония награждения Всероссийской парковой премии «Парка в России», на которой мы вручали диплом победителя главе администрации Гудермеса. После официальной части участники форума отправились знакомиться с ключевыми объектами городской инфраструктуры Гудермеса. Особое внимание было уделено посещению парка ГУМС имени Ахмата Хаджи Кадырова и Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Я поражен вашим городом, красотой вашего города. Столько мест обошли, красивых, благоустроенных. И миссия, которая сегодня проходила у нас в городе Гудермес, в вашем прекрасном городе, конечно, сплотит сейчас и администрацию вашего города, да, и нашу ассоциацию парков России. Уже в следующий день гости ознакомились с достопримечательностями Грозного. Они посетили парк имени Хусейна бин Талала, где оценили его благоустроенность и возможности для семейного отдыха, а также смотровую площадку «Лестница в небеса», впечатлившую уникальным дизайном и видами на город. Мы приехали с тем, чтобы ознакомиться с теми проектами, которые были выполнены по федеральному проекту «Комфортная городская среда».
И это один из самых лучших, наверное. Мы еще, к сожалению, не посетили все, но часть из них. Это один из самых таких презентабельных. На наш взгляд, замечательное благоустройство, очень комфортная среда, есть где позаниматься спортом, есть замечательные детские площадки. Экскурсия по Грозному позволила экспертам оценить не только парки, но и общий уровень развития городской среды, включая современные жилые комплексы, общественные пространства и культурные объекты. Прогулка от района имени Владимира Путина до мечети Сердца Чечни продемонстрировала значительные преобразования города за последние годы. Хава Айдемирова, Имам Юсупов, Асхаб Керимов. Неделя. Советник главы Чеченской Республики Адам Шахидов провел открытый диалог с молодежью. Он говорил о важности дней Зульхиджа, смысле жертвоприношения и борьбе с радикализмом. Богослов призвал сохранять традиционные ценности и не поддаваться на провокации. Сюжет Шамила Ирсанбиева. Правила жертвоприношения, пост в день Арафа и борьба с радикализмом. Известный богослов Адам Шахидов разъясняет молодежи актуальные темы из религии. خزنيخ سنة دلجرجحة دز دولشو دين وشكح ديخ شدوية هوق دين ويبيس نشخة الله دالة قرآن شوح دويبو أغوينا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر عور خينخ دويبو الله دالة ستوشل خنوئزة بيس دعي الله دعدو الشيوشل خنوئز الله ديل واتشنا نتقو شردوش يهم دلون ديلا دال شي عالم اخدولش صنديقخ دال دوي بيشي озбелха вейг тергам бе бог мяндуцен. Богослов напомнил о великом дне Арафа, дне прощения, милости и приближения к Творцу. Поговорили и о глубоком смысле обряда жертвоприношения, как напоминание о покорности и преданности Всевышнему. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ходин ашкахвек духде бян хилдол азкар шейх لا إله إلا الله دق باخر الله أكبر دق باخر الحمد لله بوش دال خاستن باش إدق باخر ويلش نوا صلى الله عليه وسلم وين بلغل دين أذكار شدو هوخسي لح دوشتولشو دين وشلح ملخو ديك عمل يأحسو يقر دال حارم دين شوخ حاديغ لردر. Особое внимание Шахидов уделяет теме, которая сегодня требует четкого понимания и непреклонной позиции, опасности и заблуждениям ваххабизма. Верующие обязаны сохранять традиционные исламские ценности, уважать наследие предков и не поддаваться на провокации деструктивных идеологий, которые пытаются посеять раздор в умах молодежи, говорит ученый. Имтамиес Эллир, современный божбол Ибн Усаймин Эллир, Ибн Баз Эллир, فوزانس ألير ألبانيس ألير بوش سوري منك شبات إيش حابخ كوي قايت بعشرة ديساتكي تسيشي علم ناخ جاين شياز ديش لردين واحدة اندشتال علم دوي إباخدين دعداقشي إيش أو نوغدو محمد ابن عبد الوهابي سوشي بريزو حقيق يرجين شحان دوين دا تون حويت شين حيخنا تو قابلوش تعالم استقواتن هوندا تو سان مسانا تكفير دينا سان تحني دين تدوزر ألا تو شين تدوزر ألا شين حيخ شانا تدوزر ألا شي زمان قعبوش بوش علم ناخنا لا إله إلا الله بوش دش معن تدوزر ألا ودش معن هون دوش تغلش حديلخ تيش وات بو معن مدوتن حديلخ تيش تغلش عبوسو وات بو معن دو لا إله إلا الله بو دش معن شي نتسخر يا شي زمان قعبوش بوش شي مح قعبوش بوش علمنا نتسخر إخاء بوشو خارتو يوت بوختو معن هدوتات لا إله إلا الله بوش دش معن تسخر بوش تريك إدوش تن معن خاغوش تن تيش معن دقت قابل دين آديش توحيزة حدال قرقع مؤمن بوسو بستدخل إيش إتآلح بوسو بتدخل لا إله شينا عبادة دا شين بقلنات دا حق ولوش قديل موات إلا الله وتريك
إمعنخ تيش إمعن خاخوش دقت إقابل دين حيدك أتمعن ريزة دين إمعن دوزة دوش آل يشوها إيش تخل شيء مصوب تخل داق محمد عبد الوهابي تنا علما цепочки яят нету. Почему? Потому что он затакфирил всех своих шейхов, даже своего родного отца. Ишт бьёх течение есть. Вид давоч. Эльм дуцарга дерек. Эльм тунах алишат. Участники встречи смогли задать свои вопросы богослову. Лекция организована молодежным общественно-патриотическим движением «Ахмат» совместно с Министерством Чеченской Республики по делам молодежи. Шамиль Рисанбиев, Адам Арсунукаев, Ибрагим Батаев. Неделя. В медресе Даруль-Куран Аль-Карим в благословенный день Арафа прошло значимое событие. Республика пополнилась 3 знатоками священного Корана высокого уровня. Абдул-Халим Мударов получил иджазу на знание 10 разновидностей чтения Корана, что считается высшим уровнем мастерства в коранических науках. Теперь он может передавать свои знания другим. Также иджазу получили Юсуп Хаджи Халиев и юный воспитанник школы хафизов имени Табарик Байсултанова Ислам Батаев. Иджазу передал известный шейх Мухаммад Абдуразак. Директор медресе Адам Шахидов отметил, что это достижение является плодом усилий главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова. حافظ شقيا بيش قرآن أهلنا خدمة تشارخ ويدرنا دقر دال خاصتان بوي سولت إحا دقر خمبرت بركر لي دشنش آلا وينا هر حجر وي مخكح يوشول مسو علما قاستنا حافظ قوشول مجوشين والجو قرآن والله جو والجو وليرمي باتشا رمزان حجينا الله دال ديكس بيقن بولتون دال شين ميل دوق ديكبينا تون هينتي خاتا خويلادات إقيمة ديناح يلس منح بيها إيشو شمداتي تون دزلا تون بيقا ميل بقبو ديل هي تمسا إس حافش قوش حجري وي وران دقا عاموش مش علمش عاموش حجر شوي مخكح دوق بيركت لخوي دال أس نعمة أنا خمبين شارح دويلوي. Получение иджазы дает право передачи знаний священного Корана другим. Эта цепочка началась от самого пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и дошла до Абдул-Халима Мударова. Он учил кирааты в течение 2 лет. Это была его давняя цель. Несмотря на все сложности, он смог достичь ее. Абдул-Халим бин Бог нюнагбор. Ит кираатана тан иджазат хаючус. Иджазат бог кудо. تاخنا عبد الحليم من حقول والله ويبيهمر عليه الصلاة والسلام اتون تقاشلتsa زاخواتشه اتقراءتنا تاخنا بقوا حيتش ورس إجازة اتقراءتنا توريوايتو أحكا القرآن دوق ديشتيشتو القرآن تو ديشرة مسيت شو حق يدوق شو تقوش خانش أول والله ورس هور دينا هم دات حق أخش القرآن إيش ديش ووش كيبر ديش قش كيبر ديش يمسو اتقراءتنا تاخنا يوخ إبيارك السادي على وين خلونش خلر وقري جوخوش الخلوة هنا علمان جاحا حقيقة شو منا أتولكات تصدر إز أتصومن تيح فوكس يتيش خلر إزدر وقري خلدك خيل خلش خلر هنا تنعوغ لاش صدع لاش متكش خلر دلاحة حقوقنا حويا شابك دعوالشات بوشيول شو تنخلش بالوطيدة تنخلش الريزультат. Юсуп Хаджи и Ислам также смогут передавать свои знания другим, чему они безмерно рады. قائبة عن دوش دهال ويخدخية بريسات يسقوه. اشتعرف الدينا ديش دينا حافظ والشورسه دا عشت نيت إنه قدينا عويلرس. Трамп запретил въезжать в США гражданам некоторых мусульманских стран, а тем временем во всем мире продолжаются акции в поддержку народа Палестины. Эти и другие новости из мира мусульман в нашей рубрике «Умма».
Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд на территорию страны гражданам 7 государств – Ирана, Афганистана, Йемена, Ливии, Судана, Сомали и Чада. Еще 5 стран, включая Венесуэлу и Кубу, попали под частичные ограничения. Американские власти объясняют меры необходимостью усиления национальной безопасности. На фоне этих событий Иран заявил о готовности участвовать в создании международного консорциума по обогащению урана как условие для заключения нового ядерного соглашения с США. Экоактивистка Грета Тунберг отправилась в блокированную Газу на борту парусника «Мадлин» в составе международной гуманитарной миссии. Цель – доставить помощь и привлечь внимание к гуманитарному кризису. Молчание мира перед лицом геноцида опаснее, чем наша миссия, заявила Тунберг перед отплытием из Италии. К ней присоединились актер из «Игры престолов» и депутат Европарламента. Это уже вторая попытка флотилии «Свободы» прорвать блокаду. В мае судно активистов подверглось атаке, ответственность за которую они возлагают на Израиль. В Лондоне тысячи демонстрантов в красной одежде выстроились в живую цепь вокруг здания парламента, протестуя против поставок британского оружия Израилю. Акция под названием «Красная линия ради Палестины» сопровождалась призывами к немедленному эмбарго на экспорт вооружений и введению санкций. По словам организаторов, правительство Великобритании перешло красную черту, нарушив нормы международного права и попирая права человека. Мусульмане по всему миру отметили один из главных религиозных праздников – Идаль-Адха, символизирующий преданность и жертвенность во имя Всевышнего. Накануне верующие встретили день Арафа, время духовного очищения, связанное с памятью о встрече Адама и Хаввы у горы Арафат. Истоки праздника восходят к кораническому преданию о пророке Ибрахиме, готовом по воле Аллаха принести в жертву своего сына. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. Во Дворце торжеств «София» состоялся грандиозный розыгрыш от строительной компании «Квартал». 6 автомобилей Toyota Camry и 5 денежных призов по 500 тысяч рублей нашли своих обладателей. Участниками стали те, кто приобрел квартиры в новом районе. Победители назвали это приятным бонусом к своей покупке. Наступил долгожданный день для участников розыгрыша от строительной компании «Квартал». Торжественное событие проходит во Дворце торжеств «София». На мероприятии собралось множество гостей. Совсем скоро станет известно, кто станет победителем розыгрыша 6 автомобилей марки Toyota Camry и 5 денежных призов по 500 тысяч рублей. Торжественная часть начинается с выступления заслуженных артистов Чеченской Республики. После с помощью жеребьевки определили обладателей денежных призов и автомобилей. И сейчас мы определим третьего обладателя автомобиля Toyota Camry, друзья. Медина достает. Медина. Шарик. Давай. Так, сейчас микрофон поближе, когда... Марьям, сейчас микрофон поближе, когда будете имя называть. Итак, счастливым обладателем третьего автомобиля становится... Дурдышев Магомед Сейдаминович. Дурдышев Магомед Сейдаминович. Обладатели призов отметили, что розыгрыш стал приятным дополнением к приобретению квартиры. Когда я увидела эти машины, мы даже сняли видео, как я говорю, вот эта машина будет моей. Мы верили искренне. В общем, я как раз хотела уйти, подумала, нет, не выиграю. И сразу вот назвали мое имя, я думаю, я все еще эмоции, я еще не отошла, если честно. В конкурсе принимали участие все желающие. Условием было приобретение квартиры у строительной компании «Квартал». Каждый покупатель автоматически становился участником розыгрыша. Хава Ахмадова, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.